Доброго дня суток, дорогие друзья! Мы находимся в гостях у сильнейшего клуба Европы, а может быть и мира, казанского «Зенита». И с нами в гостях у главного тренера этого клуба Владимира Романовича Мяхина. Добрый день. Добрый. Скажите, как у вас настроение в преддверии старта нового сезона? Ну, все, мы прошли, скажем так, предсезонную подготовку, выполнили всю плановую работу, сыграли 2 товарищеских турнира в Белоруссии и Санкт-Петербурге. Считаю, что в оптимальной форме подошли к первому 2 этапу Кубка. И плохо, и хорошо. Плохо, что не вся команда, но этим, в общем-то, парадоксально можно гордиться, потому что больше половины команды сегодня защищает честь страны, находится в первой сборной, много игроков. Хорошо, что есть возможность игрокам, которые меньше играли в том сезоне, значит, молодые, поиграть. Вот играют, по-моему, даже слишком. Перед новым сезоном вы продлили контракт, и там была некая пауза. Насколько мне известно, все решение зависело непосредственно от вас. Долго ли думали? Почему эта пауза была? Ну, пауза была и есть. Ну, здесь много составляющих на это. И первое, есть молодой, талантливый, на мой взгляд, перспективный тренер Алексей Вербов. Сегодня мы только в большей степени говорим, что нужно воспитывать молодежь и игроки, ну и тренерский штаб тоже к этому относится, но не очень хорошо доверяем. В общем-то, я думаю, что мое доверие, скажем, ему и желание помочь, именно первая цель преследует это воспитание кадров, скажем, для будущего России. А второе, чувствую по себе, по внутреннему состоянию, что мне нужна эта пауза. Порой, наверное, может быть полезно посмотреть со стороны и на команду, и на работу. Вот. То, что я делаю сейчас. И, в общем-то, пока так. Ваши слова очень похожи на слова Жан-Клода Бенединова, которого мы интервью недавно брали. Только он более радикально подошел к делу, решил вдохнуть по полной. А вы, значит, получается, решили такое половинчатое решение принять. Я не Бенединов, а он не Олег. Да. Невозможно на память перечислить все ваши титулы, извините, поэтому мне нужно зачитать. Да, 10 чемпионств России, 7 Кубков России, 6 Суперкубков России, 5 Лиги чемпионов, ну и клубный чемпионат мира. Мне интересно, вы остаетесь в Казани, как вы себя мотивируете не просто продолжать карьеру, хотя бы выиграли все не только с «Зенитом», но и со сборной, да, России. Как вы себя мотивируете продолжать именно карьеру в Казани, где вы уже все выиграли, всем все доказали? Какие внутренние мотивации? 6-кратный чемпион Лиги чемпионов звучит. 11 или 12-кратный чемпион России звучит. Это же является мотивацией. А доказать то, что прошлый сезон был... Ну, это, наверное, и это еще будет определенной дополнительной мотивацией. Вот за эти годы чем для вас стала Казань и Татарстан? Она помогла мне найти определенность в жизни. Я сейчас говорю о Татарстане вне спорта. То бишь, я построил здесь дом и принял решение жить в этой республике, потому что мне здесь комфортно, здесь моя, скажем, хотите, аура, может быть, города. Потому что когда меня долго нет в Казани, я чувствую то, что мне нужно домой. А домой это в Татарстан. Мне нравится очень город, мне нравятся люди, мне нравится, я приобрел очень много друзей здесь. И это является, скажем, теми составляющими, чтобы принять это решение и назвать Татарстан своим домом. Что касается спорта, вот сегодня вы титулы перечислили. Это все благодаря Татарстану.
благодаря этому городу, руководству, спонсорам, все что угодно. Далее, вы знаете же, есть хорошая пословица мудрого человека. Какой подарок подарить? Самый дорогой и нужный подарок – это подарить возможность. Вот, Татарстан подарил мне возможность стать тем, кем сегодня есть «Зенит Казань», и я в нем. За эти годы вы, наверное, должны были понять, что такое татарский народ, чем они отличаются от русских. Или, возможно, в Казани настолько уже крупный город, что эти отличия они размыты и не чувствуются, как на ваш взгляд? Ну, я не могу сказать, что я вижу там огромные отличия, различия, кроме, так как русские меньше здесь говорят на татарском языке. Вот. Коренные татары берегут, и где есть возможность, говорят на нем. Вот вижу это, разные вероисповедания здесь вообще не ощущаются, едино это все. Вот, поэтому они очень дружные, они здесь, скажем так, радуются за границей, если татарин встречает татарина, намного больше, чем другие. Наверное, может быть так. Так особо я не отличаю, не вижу различия. Знаменитое татарское радушие, основанное на кухне вкусной. Ну, я не могу сказать, что в других там городах или значит, могут встретить по-другому. Вот. Что сама кухня, если бы вы спросили, отличается ли, я бы ответил. Вы спросили о народе, а не о кухне. Вот. А действительно, я здесь впервые, очень много чего нового попробовал. Вот. И поэтому то, что есть у татар, да, действительно, у других нет. Наверное, если вы говорите о кухне, то есть тоже в этом отличие. Я почему о кухне говорю? Просто 1,5 года назад вы говорили, что вам очень тяжело себя сдерживать в Татарстане, правильно, в плане кухни. Как за эти 1,5 года уже успокоились в кулинарном? Ну, многое попробовал. Когда голоден, все до сих пор же тяжело сдержать себя. Да. А какие любимые блюда? Да, все любимое. И треугольники ваши знаменитые. Вот, есть места, где делают просто и как же, кто татары, вот этот такой большой пирог, я все время боюсь. Да, беляш, вот, да. С картошкой с мясом. Да, с картошкой с мясом. Просто продать можно. Это да. Ну, много сейчас. Опять же, вы рассказывали про свое увлечение охотой очень много. Вот старательно закрываете рукой, да, 1,5 года назад вот этого волка, по-моему, не было, которого за спиной. Может, покажете, а то вы его так закрыли, мы его хотели. Нет, пожалуйста. Все время рядом со мной. Вот. А это он как появился? Это недавний трофей получается? Нет, это трофей, который появился на мое 50-летие. Вот, это мои близкие друзья добыли его и, значит, мне сделали подарок. То есть это, не ваш трофей? Нет. Охотничий. А какие охотничьи трофеи у вас самые? А вот в коридоре, когда будете выходить, у меня есть несколько фотографий в коридоре, там посмотрите. А самый номер один? Да нет, но уж основное здесь это лось, кабан, птица, когда на это возможно, классическая охота. Вот. После Олимпиады, я уже рассказывал много, ездил в Кировскую область на медведя из таких. А так, в общем-то, классическая охота. Медведя привезли? Нет, не получилось. А сейчас время еще, то есть, удается, да? Ну, к сожалению, не так много, как бы хотелось. Все время меня очень, скажем, и научил, и подсадил, и помогает в этом Асхат Ахметович Сафаров, когда у него есть возможность, всегда приглашает меня. Вот, поэтому стараюсь, где есть возможность, не пропускать. Но не получается, да, так часто, скажем. Вернемся к Республике Татарстан, вы родом как бы из Беларуси, да, в Москве, соответственно, жили. А как вы задумывались уже остаться в Татарстане, там рано или поздно карьера закончится?
Я же вам до этого ответил, что это Татарстан дал мне определение. Мне сегодня, все, если перечислить места и страны, где я жил, сложно понять, кто я. 15 лет во Франции, родился в Беларуси, жил в России, сейчас 10 лет в Татарстане. Но могу сказать, у меня единственная прописка в паспорте, которая стоит, это Республика Татарстан. Поэтому это мой дом. В Татарстане не так много вот специалистов, которые считаются, скажем так, визитной республики. Пожалуй, вы, Лединов, Бердыев и, пожалуй, Маргалян. Ну, там не столь статусные вид спорта, да, а Бердыев, вы и Лединов. Вот. И насколько вот у всех этих тренеров теплые отношения с властями? У вас какие отношения, может быть, личного характера там, с Минихановым, с Шаймиевым были? Ко всем отношусь с глубоким уважением по всем направлениям. Первое, то, что вижу, как развивается эта республика. Витимир Шарипович, наверное, вообще, в общем-то, скажем, икона для многих, потому что часто бываю в компании, я практически никогда не видел, чтобы за него не подняли тост. Причем его близкие люди или там, которые соратники работали, вот, и нынешнее руководство, потому что сегодня республика развивается, республика не стоит на месте. Это все амбиции. Если взять спорт, сегодня только благодаря амбициям этих людей, когда-то у истоков стоял Витимир Шарипович, и в волейболе тоже. Я не говорю сейчас футбол, хоккей. И сегодня Рустам Нургалиевич продолжает, не дает, скажем, скатиться. Все время есть амбиции, все время задачи, все время. Вот. И их неравнодушие помогло сегодня Казани иметь статус и называться столицей спорта. По крайней мере, было это так. Вот. Поэтому у меня очень глубокое уважение и, скажем, респект этим людям. Понятно, вот вы знаете в случае лучше, чем вот я, например, чем простые обыватели. Можете рассказать какой-нибудь интересный, забавный случай вот, из взаимоотношений там, с Минихановым или Шаймиевым, может, они там позвонили вам что-то там, ты какой-то сделал, похватили. Интересно. Секретная информация? Нет, не секретная, но там сейчас более есть люди, которые с ними общаются, что пускай. Известно то, что вы в хороших отношениях с Белединовым, с Бердыевым. Можете рассказать, как вы общались с ними вот, по итогам этого сезона? Оба, в принципе, закончили тренерскую деятельность в Казани. Общаемся не так часто. Мы, да, в прекрасных отношениях, когда видим друг друга, всегда стараемся чем-то какой-то поделиться информацией, вот, рассказать о своих или бедах, или победах, вот, но видимся не часто. И поэтому так особо рассказывать, что мы тут чай пьем каждый вечер, нет. Вот. Не могу рассказать, что мы тут... Мы встречаемся с Лединым, когда хожу на хоккей, виделся. Вот, общались. Потом так в последнее время его не видел. Вот. Курбан, как-то виделись и так, встречались на каких-то мероприятиях. Вот. Потом там он звонил, там у него были девочка, племянница, которая занимается волейболом, просила для нее там майка. Это, ну, в общем-то, такое обыденное общение. Не видимся часто, хотя очень хорошие отношения у нас. Ну, как вообще оцениваете решение Белединова, как бы закончить Ротбарс? Я его прекрасно понимаю. Наверное, на все бывает, приходит предел, и ты можешь, я могу вам, или он может вам рассказать все, что угодно. Себя он не может обмануть. Но это, наверное, та правда, внутренняя правда сильнее его стала. Я так думаю, что он принял это решение поэтому. Как вы думаете, вот вы все вот такие вот великие тренеры, да, я считаю, вот вас троих действительно великими тренерами, трудоголики, фанатики своего дела, вы же не можете без команды.
Вы вот, ну, заканчиваете, проходит какое-то время, вам нужно опять работать. Будет так же с Беледином, на взгляд? Я не могу за него ответить. Ну, Я чутью. не могу ответить за него. Я сейчас отвечаю за себя, и я в команде. Какое бы решение ни было. Я думаю, что и он, отдав практически всю свою жизнь, голова уже белая, седая, а он все в хоккее. Всю жизнь отдал игрок, тренер. Поэтому я не думаю, что он будет в дальнейшем сидеть на трибуне. Мое личное мнение. Сейчас «Зенит», если не скромничать, как я уже говорил, ну, великий клуб, один, пожалуй, лучший, да, в мире, если вот смотреть за последние 10 лет, да, ну, сложить все. Вот. А расскажите, с чего все начиналось, вы же, да, застали «Динамо Трансгаз», Таттрансгаз. В каком состоянии здесь все было, когда вы приехали? Через что? Да, было как раз, может быть, начало такое, комфортное начало, скажем, этого клуба было и без меня. В общем-то, клуб, который по решению Минтия Шариповича, значит, взял под крыло «Динамо Таттрансгаз». Вот. А у истоков стоял Асхат Ахметович Сафаров, который, в общем-то, и начинал этот путь формирования великого клуба. Вот. Еще он был тогда еще и «Динамо» Казань. И финансировался, значит, под его руководством. И искал он тогда спонсоров. Потом, насколько я знаю, значит, Минтия Шарипович поручил вот Рафкату Бухаевичу, попросили его помочь клубу. И вот с этого времени начался уже путь «Динамо Таттрансгаза». И потом последнее уже переименовали в «Зенит», когда полностью перешли на финансирование «Газпрома». Вот, поэтому здесь, в общем-то, всегда была поступательная и прогрессирующая спираль развития клуба. В общем-то, я пришел в клуб, когда они уже выиграли и Кубок, значит, России, и Лигу чемпионов до меня одну выиграли. Клуб, который был, значит, уже заявил о себе. И было, наверное, даже не просто, и имел право сделать шага назад. Ну, в инфраструктурном плане, наверное, сам какой-то рывок последовал. Ну, нет, все было поступательно, все было от возможности. Сегодня у нас есть чем, скажем, гордиться и что показать. Даже вот в этот центр волейбола. Но опять же, мы возвращаемся, это сами, вот наше желание бы одно, там, тренера, команды или... Нет. Вот этот центр волейбола, вклад в его строительство и, скажем, место, возможности. Там, я знаю, что Сафаров приложил огромное-огромное усилие. Не его бы решение, не его бы, скажем, усилия на это, может быть, еще этого и не было. Поэтому вот когда мы говорили о правительстве, вот их неравнодушие к этому виду спорта, футболу, хоккею, там, любой хоккей на траве, вот, сегодня мы заявляем о себе. Мы такие же, как и Рубин или Акбарс, вот, неравнодушие Асхата Ахметовича к этому виду спорта нам помогает много. Потом Рафкат Абухаевич, который, значит, являлся долгие годы, является спонсором и стал президентом клуба, загорелся, полюбил. Его неравнодушие десятилетия дает победы. И так все. В Казани все привыкли к победам, да, бесконечным «Зенита». Почему не получилось в прошлом году? Я понимаю, что 100 раз это там вас спрашивали. Да нет, это и 100 раз же я отвечал одним. Я не думаю, не буду оригинален. Кузбасс был более голодный и хотели больше выиграть. Мы были сыты после 9 лет подряд. А это, ну, мое мнение. А техника тактическая? Да нет, какая там техника. Ну, не справили. Не до этого физическое состояние. Я думаю, что если подошли не в оптимальной форме физически. Вот. Но это можно было перебить, если бы ты был мотивирован. А что скажете о дуэли вот с финским вашим оппонентом, который сейчас в тренде, можно сказать? Во-первых, никакой дуэли и нет, и не было с ним. Нет, в финале. Вот.
Да я и не думал о дуэли какой-то. Нужно было обыграть команду. Мы не смогли это сделать. В 2015 году вы в одном из интервью признавали, что сверхэмоциональны, ну, порой вспыльчивы и так далее. Да? Со временем у любого человека эмоциональность падает. Вы стали менее эмоциональны за это время? Ну, эмоционален я не могу сказать, что эмоционален или нет. Без эмоций тоже, наверное, пустота. Вот. Более, скажем, рассудителен, наверное. Более аккуратен в решениях. Наверное, да. А может, не могло именно это помешать? Ну, что, может быть, команде не хватает именно вашей обратного понятия к слову рассудительности, импульсивности? Может быть. Может, в этом финале и могу согласиться, что так же отстоял, как и они. Может быть, лет 5 назад хватило бы одного взгляда, чтобы им стало понятно. Сейчас, может быть. За счет чего в следующем сезоне планируется вернуть золото? Понятно, что нейтральные болельщики довольны, интрига вернулась у нас, да, в чемпионате России? За счет команды должна быть. Если создадим команду, под словом команда, все составляющие в это, я думаю, что должно быть все в порядке. Вот вы сейчас в межсезонье создавали команду, охарактеризуйте, пожалуйста, трансферное окно новичков, с кем не удалось сохранить, кого не удалось сохранить, про Андерсона. Нет, ну, Мэтью, да, в общем-то, ну, к нему и особые усилия не прикладывали, чтобы его сохранить, потому что, в общем-то, от этого игрока мы забрали максимально все за 7 лет. Пришел юнцом, ушел уже матерым игроком. И, в общем-то, он отдал для этого клуба все, что возможно за эти годы. И какая-то появилась семья, изменения в жизни какие-то. Поэтому это было понятно, и особо мы там и не форсировали эти события, потому что было видно, что это не нужно ни ему, ни нам, может быть. Вот. Приобретение Соколова, вот, и смена Максима Михайлова на роль принимающего, то, что он делал это не раз. Посмотрим, как это будет функционировать. Риск, но, в общем-то, пока так. Вот. И я думаю, что мы сделали хорошее приобретение молодых игроков. Вот Федор Воронков. Вот. Сегодня нравится мне этот парень, как человек, как игрок. Думаю, что у него должно быть хорошее будущее. Очень хорошо добавил Алексей Кононов, который сегодня, я думаю, имеет равные шансы со всеми центральными. Ну, может, Вольвич там прерогатива стать в состав. Вот. Валентин Голубев, который сегодня бессменно защищает флаг страны. Вот. Тоже и Кротков плюс-минус. Два есть интересная конкуренция, кто кого переиграет. Вот. Поэтому посмотрим. Вот такие приобретения, это основные, которые... Кого упустил? Да, и Дэн Зичанов, это уже не новое, это просто вернули. С аренды? Да, не с аренды, нет, вернули, он играл. В общем-то, он умный, хороший парень, хороший игрок, который знает, что от него требуют. Вот. И командный человек, самое важное. Поэтому я думаю, что тоже будет огромная помощь от него. Насчет Михайлова. Понятно, что это один из крутейших волейболистов России, даже современности. Но есть ли у вас план Б, если он не сможет показать серьезный уровень на новой позиции? Сегодня вот Федор Воронков, Андрей Сурмачевский, Ингопед. Вот, они, в общем-то, все готовы стать на это место и помочь в каких-то трудных моментах. Вот, ну, будем стараться, чтобы Максим справился. А на рынке На рынке нет тех игроков, как это было. Ты берешь игрока и понимаешь, что ты берешь не результатообразующего игрока. Сегодня отдавать в пустоту экономической, тратить финансы просто, чтобы было, наверное, уже в «Зените» не пройдет. Вы сказали
про Воронкова, то, что он талантливый, перспективный. Как бы рискую как-то обидеть, да, что не извините, мы потом все вырежем, сейчас уже не прямой эфир. Вот, сколько я ходил на ваши пресс-конференции предсезонной, ну, даже не читая наши с вами интервью, вы все время говорили вот, про того или иного человека, то, что вот он перспективный, талантливый, но в Казани такая конкуренция, что в итоге этот человек появлялся только, ну, в третьих. Это они определяют. И в этом году будет точно так же. Будет точно так же, потому что в этом году Алексей Вербов, больше на него, значит, плечи упадут решения. Но не я определяю. Поверьте, не я. Мне с кем, с Леоном я или вы там с Михаилом, или с Воронковым стану чемпионом, мне все равно. Вот. Они определяют, кто будет играть. Играет же лучше. Это ж не... Значит, у меня совершенно одинаковое отношение ко всем. Я сейчас приступил к работе Алексей Игоревич. Вижу, совершенно одинаково. А для него еще важны результаты. Поверьте, это если Воронков будет переигрывать Ингапет, Ингапет сядет на скамейку. Если Ингапет будет переигрывать Михайлова, и Михайлов это будет точно так. Поэтому будет играть сильнейший. Фамилия здесь вообще ничего не значит. Поэтому, что говорю в начале сезона, то, что вижу, то, что хочу от этих молодых и перспективных или там талантливых. Вот. А потом они уже определяют, основные они или запасные, не я. К слову о Нгапете, да, я не знаю, насколько это правда, но говорили, что он перед сезоном прошлым с лишним весом был, и по ходу сезона у него лишний вес был. Было, да, разговор об этом. Вот. Посмотрим. А сейчас он, ну, как бы... Сейчас он играет, ну, посмотрите телевизор, он играет за сборную Франции. Все в порядке, все в порядке. Следующий вопрос, он исходит как бы из того вопроса с Воронковым, да, звездная пятерка, которая добывала все эти титулы, она как бы моложе не становится. И есть ли такой фактор в прошлого сезона, то, что не удалось выиграть, что она моложе не становится, что она не голодная и может физически выдает? Я же ответил, это совершенно вы правы. Здесь, когда ты разыгрываешь золотую медаль, мелочей нет. Все играет. И мотивация, сытый ты или голодный, и возраст, 32 тебе или 25. Вот. Все это было важно. Ну, надеюсь, еще у нас есть порох в прохладе. Дальше. Ну, все-таки, если какое-то кардинальное обновление команды, на взгляд, когда должно быть? Новыми звездами именно, не перспективно. Если бы эти звезды можно было снять с неба, вот. Я больше вижу другой путь, их воспитывать, этих звезд. Вот. Сегодня такие, как Сурмачевский, Кононов, Кротков, там, Валя Голубев, пускай там Олекна, кто у нас еще там, значит, Федоров есть, либеро молодой. Вот эти, с них нужно делать игроков. А приобретать сегодня их нету, поверьте. Я не могу вам даже дать объяснение, почему нету таких 5, как Бол, нету таких 10, как Леон, нету таких 5, как Андерсон, которые можно бы... Они на одной руке их есть те игроки, которые, если ты берешь, понимаешь, что это для результата. На одной руке, на весь мир. Кстати, а почему на самом деле? Не знаю, не могу вам сказать. Может быть. Может быть. Вопрос такой. Михайлов. Когда они играли в одной команде с Леоном, лично у меня было впечатление, что они друг друга подстегивают. Ну, то есть понятно, что они за одну команду играют, но это были как Месси и Роналду в одной команде. То есть один хотел больше забить, другой хотел не отступать и так далее. Михайлов без Леона стал хуже играть или нет? Очень вопрос. Да нет. Михайлов индивидуалист, лидер-индивидуалист, самоед, самотребователен. Поэтому он требует больше всего от себя, там, не смотрит по сторонам. Получается, он счастлив, не получается, трагедия. Ему без разницы, ли он там с ним рядом или нет. Нет такого, может быть, внутреннее было у вас, вернее, внешнее ощущение, что... Что это? Нет, я понял, да нет, такого я не видел. Нет, играли для команды, и Лео добивался, зарабатывал себе имя после какого-то перерыва, хотя оно было всегда у него.
Вот, ему было важно прийти сюда и добыть эти все трофеи, которые он добыл, значит, с командой «Зенит». И для Макса было важно. Он командные все люди, особенно Макс, который для команды и за команду сделает все, что это ему все равно, кто там стоит. Так, чемпионат ожидается тяжелый. Характеризуйте «Зенит», вот, в отличие каких все-таки новичков звездных нашел, и что ждать от Кузбасса после того, как ушел в них тренер? Кузбасс вообще пока не интересует меня. Вот что от него ждать, ближе, наверное, к этому. Сейчас идет, сложность, я уже как в начале интервью сказал, что сложность этого, скажем, сезона то, что мы опять начнем сезон разношерстными. Полкоманды в сборной приезжают, туда уезжают, там своя подготовка и работа, здесь своя. И когда как раз это начало будет сезона с Кузбассом, вот, посмотрим наша готовность. Это будет важно, и физическое там, и, скажем, тактическая даже подготовка, техническая, наверное, все-таки не дурака валяют, они не в сборной, не здесь. Посмотрим. Что скажете о основном на бумаге конкуренте «Зенит» Петербургском по их приобретению? Это клуб, который движется вперед, у которого есть огромные потенциальные возможности во всем. И возможности города, это публика, возможности экономические, это спонсор. Насколько я знаю, сейчас и будет приобретение этого зала, значит, будет возможность базы. Поэтому посмотрим. Сейчас я, честно говоря, о других вы меня не спрашиваете. Я вообще пока не смотрю, мне не интересно ни Кузбасс, ни «Зенит», ни питерский, ни что они делают, как. Мне важна моя команда. Давайте поговорим немножко про сборную России. Волейбольную. Возглавил фильм «Сборная России». Это означает, что у нас своих специалистов вообще не осталось? Не осталось. Остались, но этот вопрос к федерации. Ваше мнение интересует? Я оставлю его при себе. Какие перспективы в сборной, на ваш взгляд? Я думаю, что в этот раз собрана самая сильная сборная за последние годы. Вот, по составу, по возможностям. Вот, самая сильная. Сильнее сборной последние годы не было. Даже в Лондоне по подбору, как готова эта сборная сильная, она, я думаю, что должна решать самые высокие задачи на любом турнире. То есть, получается, интересно, вы говорите, что в мире как бы таких вот звезд крутых по пальцам пересчитать, а сборная России сильнейший состав. Это сборная. Я понимаю, да. Это сборная же, а не это. К сожалению, всего по одному на Россию. Волков и Клюка, которые защищают. Но нету 3 Клюки. Клюка играет в «Факеле». Был бы еще такой, может быть, играл бы в «Зените». Он один. Вот, вот поэтому и один полетаю с Михайлом. В Рио уступили в полуфинале бразильцам же, да. Могли выступить лучше? В чем все-таки причина поражения? Не готовы, бразильцы были сильнее на тот момент. Как раз это было вливание молодежи. Я взял много молодых, немного, вот. Поэтому я думаю, что еще молодежь не была готова для решения этих задач. А это уже старички где-то, может, не дотянули. В общем-то, там нету кто-то или что-то. Мы все вместе не справились с этой задачей. А политическая шумиха вокруг страны, олимпийские сборные России? Это уже подготовка. Это вы спросили про полуфинал. Вы меня спросили конкретно. Мне тяжело. Теперь вы говорите, что или это Бразилия полуфинал, или это. В целом было тяжело. Тяжело готовиться. Очень тяжело готовить команду, которую ты не знаешь, к чему готовишь. Мы, по-моему, если я не ошибаюсь, за 5 дней до отъезда стало нам понятно, что мы едем туда, на Олимпиаду. Поэтому в этом была и сложность. То есть, как бы, таким игрокам мирового уровня, как тот же Михайлов, это шумиха, она тоже... Конечно. Все-таки очень нестандартная ситуация.
вот сейчас в «Зените» по распределению обязанностей с Вербовым и Ваней. Как бы в интервью недавно вы одному изданию сказали то, что он будет отвечать больше за спортивную часть и перечислили те факторы, которые обычно как раз главный тренер отвечает. Можете все-таки рассказать? Да, это еще раз хочу пояснить. С моей стороны и со стороны клуба Алексею Игоревичу оказано огромное доверие. Руководить, тренировать, вести игры будет он. Я буду только помогать. Вот это, чтобы было понятно. Вот. Название, главный тренер он там или старший тренер, это сегодня не имеет значения ни для меня, ни для него. Вот. Я надеюсь, что у него все получится. По крайней мере, я всегда буду рядом и сделаю все, чтобы у него все получилось. Но при этом «Зенит» все-таки топ-клуб, ну, как бы, наверное, не место для экспериментов. Если что-то не получится, не дай бог. Я хочу об этом думать, я буду всегда рядом. То есть, в любом случае готовы в случае необходимости полноценно возглавлять. Да? Ну, надеюсь, что он Да, я тоже надеюсь, еще с уважением отношусь к себе. Ладно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Дорогие друзья, я, в общем-то, не буду оригинален, наверное, как и каждый год, потому что это действительно так, я не могу придумывать каждый год новое. Я говорю так, как чувствую внутри. Вы знаете, что мы нуждаемся в вас, вы знаете, что без поддержки вашей команде очень тяжело. Вот, поэтому жду вас на трибунах. Вся команда, в общем-то, когда видит полный зал, играет намного играть ей легче, потому что играют всемиром. 6 на площадке, и вы 7-й игрок. Ждем вас.